будете командир над академиками? Кто же такой библиотекарь? Библиотекарь – это древняя профессия. Этой профессии более 4500 лет. Возникла на месте шумерской культуры, где впервые появились глиняные каталоги. Первые библиотекари – это писцы 2500 году до нашей эры. Само слово «библиотека», произошедшее от греческого «собрание книг», появилось, собственно, в Греции. А в эпоху Возрождения библиотекари превращались в ученых, а в средние века хранителями книг стали монахи. А ты что, знаешь известных библиотекарей? А что, есть известные библиотекари? Я знаю только известных писателей. Это хорошо, что ты знаешь известных писателей. А такие писатели, как Крылов, Бунин, Гете, они были известными библиотекарями. Ого. Раньше библиотекари, книги из-за их ценности приковывались огромными массивными цепями, чтобы их никто не мог прихватить с собой. А еще персидский визирь Абдул-Касим Исмаил, живший около 1000 лет назад, прославился тем, что всегда, куда бы он ни отправился, брал с собой личную библиотеку. Это очень интересный факт, учитывая, что в его личной библиотеке насчитывалось около 117 тысяч книг. Даже есть такие библиотеки, где вместо книг приходит рассказчик и сам читает посетителю книгу вслух. Круто. Вы знаете, особое назначение данной профессии – это оперативное предоставление по запросам читателя и основных задач, которые решает библиотекарь. Здесь написано, эта профессия требует от специалиста преимущественно интеллектуальных затрат. Профессиональная деятельность, прежде всего, подразумевает выполнение конкретных задач с применением специальных навыков труда. Вроде бы такая простая профессия. Не удивлюсь, если еще учится на библиотекаре. Естественно, учится. Например, Высший колледж культуры имени Акана Сиры, библиотекарь, Евразийский институт дополнительного профессионального образования, библиотековедения, университет Торайгырова, библиотечное дело. Интересно, впервые такое слышу. Вот сейчас 21 век. Век, где на смену человека придут роботы. А какое будет наше будущее? Какими будут библиотекари? Я думаю, что робот спокойно заменит библиотекаря. А кто будет хранителем тишины и говорить: тихо, это библиотека? Верно. У робота же нет функции проявления эмоций. Это все верно, но в скором будущем будут библиотеки, где можно будет взять книгу по электронной учетной записи. Даже сейчас уже существуют интернет-библиотеки, где есть доступ к книгам, но не ко всем. Все к этому и ведет. Даже в Play Market или iOS книги стоят платно. Я видел в Ютубе, что Google разрабатывает виртуальные очки. Мне кажется, скоро книги будут читать через эти очки. Может быть такой робот, который будет читать книги вслух, как в одной из мировых библиотек. Пока роботы не заменили человека в библиотеке, я буду учиться в университете Торайгырова на библиотечное дело. Ты хочешь стать библиотекарем? Да, я идеально подхожу, я ответственен я умен и ответственен. Эта профессия даст только больше плюсов. Знаете такое выражение? Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Верно.